Путешествуйте с Альфа-банком. Выбирайте, куда лететь в сервисе Альфа Travel и получайте супер кэшбэк на авиабилеты. А в эту Альфа-пятницу, 5 июля, даем 30% кэшбэка на полеты в Сочи. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Как немного мы знаем об этой стране, какие здесь традиции, культура, достопримечательности, природа, инфраструктура, насколько здесь развит туризм, вкусная ли здесь еда. Ответы на эти вопросы мы постараемся найти вместе с вами в этом выпуске о Таджикистане. Добро пожаловать на канал «Интересные путешествия». Это будет увлекательнейшая поездка. Усаживайтесь поудобнее, не переключайте канал, наслаждайтесь. Приятного просмотра. Мы начинаем наше знакомство с Таджикистаном, с горной местности, с потрясающих пейзажей. И первая локация, на которую мы приехали, называется «Семь озер». Популярное место у туристов. На данный момент вы можете видеть то, что мы здесь одни. Первое озеро нас встречает. Дальше идет дорожка серпантинная. Безумно красивые места, прозрачнейшая вода. И при желании здесь можно искупаться, но пока что мы не готовы. Уже второе озеро, цвет совершенно другой, хотя ехали буквально несколько минут, да? Да, мы поднялись выше, и хотя озера соединяет одна река, да, внешне они совершенно разные, как по форме, так и по цвету. Везде здесь мы наблюдаем рыбаков, вот там вот на берегу тоже ловят горную форель, в горных реках, так сказать. И пока ехали тоже по реке, стояли мужчины с удочками, так что тут ловят рыбу. Возможно, нам удастся где-нибудь ее даже ответить. Третье озеро на нашем пути, да? Классно. Все они совершенно разные вообще. Мы причем по такой, знаете, едем по достаточно пыльной дорожке, и при этом вот на вода рядом. Сюда на озера приезжают местные с палатками даже. Мы сейчас видели, там прям целый кемпинг, можно сказать, люди разбили. Палаточный такой лагерь, можно сказать. Приезжают сюда с ночевками, пикничат, отдыхают у воды, у реки, особенно когда жара. Представляете, как прекрасно. Позади меня четвертое озеро. Наверное, оно самое такое популярное, потому что туристов немало. Если вы думаете, что мы единственные туристы, то нет. Здесь еще раз, два, три, четыре, пять машин помимо нас. Поэтому место популярное вообще. Ну и у вас, наверное, уже возник резонный вопрос, как же мы добрались в Таджикистан. На самом деле все проще некуда. Есть прямые рейсы из Москвы, если на самолете. Москва-Душанбе несколько часов, и вы здесь. Но у нас был маршрут немножко другой. Мы добрались из Самарканда сухопутной границей, и нас просто забрали на границе, и вот мы уже здесь катаемся. Кстати, если вы начнете ваше путешествие из Самарканда, то как раз-таки Семь озер, это будет, скорее всего, первая отправная ваша точка, потому что она находится недалеко от границы. Как обычно, хочу напомнить то, что все авиабилеты, отели и туры мы бронируем по ссылочкам в описании. Там сайты-агрегаторы, которые помогут вам забронировать очень дешево билетики. Оплата, как обычно, картой МИР. Немножко заплутали, ищем дорогу, смотрите, какой колорит. Объясняю ситуацию, просто мы выехали из Самарканда в 7 утра, потом где-то 2 часа мы переходили границу, пока доехали до границы, потом час переходили границу, потом нас забрали и привезли сюда, и сейчас мы так немножечко, знаете, дезориентированы, можно так сказать. Сейчас мы в себя придем, пообедаем, я вам все расскажу и покажу. Мы уже посмотрели 4 озера, все 7 озер мы смотреть не будем, потому что это займет очень много времени, которого у нас, к сожалению, нет. Мы 4 посмотрели, а после 4-го озера дальше уже люди в трекинг идут на целый полный день. Или даже с ночевкой. Да, мы как бы с ночевкой в горах с палатками не собирались, поэтому мы посмотрели сейчас 4 озера, дальше обед, и сейчас покажем вообще эту деревушку, как тут самобытно и классно. Как вы можете видеть, друзья, в кадре я не одна, потому что сами мы бы не разобрались в Таджикистане, просто мы бы приехали первый раз и потерялись, как слепые котята, поэтому у нас есть проводники по этим прекрасным местам. Наш гид на эти дни Хикматуло, компания Bunyod Tour. Если вы, нет, даже не так, когда вы захотите приехать в Таджикистан,
обращайтесь к ребятам, ссылку мы оставим в описании. По промокоду «Интересное путешествие» 5% скидочка вам будет. И вы сами сможете насладиться этими потрясающими местами. Мы сейчас заехали на обед. У меня суп, у всех суп. За последние 2 недели из вот чего-то жидкого, да, типа супа, кроме лагмана, мы ничего не ели. Если честно, конечно, сейчас для меня прям большая радость вот просто покушать. Тут перловка, типа рассольника, такой супчик. Прекрасно вообще. На природе замечательно. А теперь блюдо поинтереснее. В общем, здесь разные овощи, получается, и мясо. Оно как бы, да, вареное, тушеное даже, наверное, да, я бы сказала. И Да. такой, получается... Сначала вареное, а потом пшеное. Съедобно хоть? Такая домашняя, вкусная еда. Ой, ребята, мы так наелись, я теперь переживаю, как по горной дорожке сейчас меня растрясет. Вот буквально здесь мы пообедали. Дом, в котором живет семья, которые принимают гостей, также вот кормят. Огород. Сюда очень сложно, дорого сюда везти продукты, поэтому здесь местные выращивают все. Вот, например, картошка растет. Цикла Картошка прекрасно растет в горах здесь. Капуста вроде. Да, то есть вот многие овощи и все, что люди сами выращивают, вот они на стол и накрывают, готовят из этого еду. Вы представьте, это экологически чистые просто продукты. Восхитительно. Я предлагаю сейчас пройтись немножечко по деревушке, по кишлаку, если так быть точной. Пройтись, просто глянуть вообще, как здесь живут люди, может, кого-то встретим. Ишака, может быть, какого-нибудь встретим, груженого. В общем, давайте пробежимся, посмотрим. Мы пока сидели, обедали, узнали интересную информацию. Оказывается, в Таджикистане добывают в промышленных масштабах золото. Ну и в целом вот драгоценные металлы разные, здесь в горах их полно. Но, как Игорь думал, то, что, может, там, как в фильмах, да, показывают, из реки, там, но нет. Нет, тут все посерьезнее. Там дробилки все вот эти, то есть... Специальные, да. То есть есть специальные здесь места, где добывают, но это, естественно, закрытые зоны, попасть туда нельзя. Самому добывать золото тоже нельзя, законом запрещено. Так что имейте просто это в виду. Местность здесь достаточно извилистая, влево-вправо, вверх-вниз. То есть здесь в прямом смысле такая прям максимально горная местность, при которой вот люди живут, видите, сверху домики, река. Здесь, пока мы приезжали, женщина стирала, прям вот здесь, я видел. Но сейчас уже ее нет. А что тут такое течение? Мне кажется, на камень положил одежду, вода побила и уже чисто. Да, вот она, свежайшая горная речка. Смотрите, какая бурная. Так как добраться сюда сложно и привезти какие-либо стройматериалы также очень сложно, то строят из, можно сказать, экологических материалов, из того, что есть. Вот, посмотрите, дом с гаражом, или просто это гараж. Палки, камни и что-то типа глины. И все, дом готов. А как вы хотели? Тут газосиликатный блок не довезешь просто физически. Смотрите, вот просто ты посчитай, сколько ты гор там видишь разных. Это невозможно. Смотри, я вижу 1, 2, 3, 4, 5. Представляете, где мы находимся? Разных. И вот там вверху уже пятитысячники. Там еще снежок лежит. Вообще зимой здесь холодно. Ну, в принципе, вообще в Таджикистане, то есть в Душанбе зимой там даже может быть снег. Ну, а в горной местности тем более. Здесь, конечно, дороги снегом засыпают, чистят по возможности, насколько это возможно. А летом, вот, видите, сезон начинается здесь с марта и заканчивается в конце ноября. Ослика нашли, смотрите. Я просто не знаю, они как. Они же вообще, по-моему, дружелюбные, да? Привет! Это ты кричал там, нас звал? Смешные они такие. У них взгляд такой добрый, но немножко какой, как ослика, знаете? Класс. Местный колорит, вот он. Во многих местах эти лошади или коровы, да, а здесь вот ослики. Ну, забавный такой он. Чем больше мы путешествуем, тем чаще я понимаю, что именно вот такой формат туризма мне больше подходит, мне больше нравится. Здесь прям здорово. Здрасте. А здесь можно ходить? Можно гулять здесь? Можно? Ага. Спасибо. Вот видите, все люди добрые, гостеприимные. Это, конечно, это здорово. Ты идешь?
Осла уже потрогали. Вот, собственно, вот так и живут здесь, среди гор. Это как бы непросто, я бы даже сказал. Здесь у нас кто-то должен быть. Коровка, наверное. Не видно, темно очень. Ой-ой-ой, там только голуби вылетают. Ух. Видите, как здесь действительно самобытно. Где вы подобное еще увидите? Я ничего в жизни, вот мы посетили почти 40 стран, ничего в жизни не видел. Прямо на горах, люди в горах живут. Ну, мы видели, как люди живут в горах, но вот так еще нет, потому что это что-то необычное. А? Материал, я знаю, залепляют дыры им. В Дагестане нам тоже такое рассказывали. Там из коровьих лепешек. Берут, хочешь оставить след, можно рукой прям туда так оп, камнями складывают в стенку. И вот этим вот навозом залепляют, он как этот, вместо цемента. Я считаю, что туризм по Таджикистану подойдет тем людям, которым вот надоели уже морские курорты, весь отдых непонятный, чиллаут, который пьешь и отдыхаешь на море. Здесь совершенно другой вид отдыха. Здесь ты понимаешь, что бывает разная жизнь, можно ее посмотреть, можно прикоснуться, можно пожить. И это, мне кажется, это как бы отдельный вид туризма. Может, экотуризм или как его назвать, да? Да, вот. агро. Агротуризм, экотуризм. Вот такой туризм совершенно другой. Такой отдых совершенно другой. И вы попробуйте хоть раз попробуйте, и вы поймете, о чем я говорю. И, возможно, больше море вас-то и притягивать не будет. Вот здесь, пожалуйста, водичка. Да. Горная чистейшая вода. Я думаю, ее можно пить. Здесь можно и посуду помыть. Ну и, собственно, и как кухня сразу же, и как чистая вода. Все в одном. Здорово. Вот, пожалуйста. Слушайте, причем высыхает все очень быстро. Мы тоже намочили ботинки. За 15 минут все высохли. Здесь, потому что ближе к горам мы находимся. Солнце посильнее. Так что имейте в виду, что здесь солнце достаточно сильное. Вот и местные жители. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, видите, здесь... Привет, привет! Здесь в горах солнышко такое достаточно активное, поэтому имейте в виду, когда будете гулять, то немножко поджаривает голову. Но в целом приятно. Летом хорошо, вот мы летом находимся, ну и в самом начале лета. Да? Здорово? Ну вот, видите, жизнь бывает в разных местах-то, оказывается. Туризм в разных местах, не только где-то там, да, непонятно где, на море отдыхать. Море, конечно, это хорошо, но мне кажется, надо чередовать. И то, и другое. Конечно. А подскажите, а у вас электричества здесь нету, да? Электричество, свет есть, нету? Есть. А, есть свет, электричество есть? А, вот провод, да? Это новый строй. А, это новый дом, да? То есть, в принципе, все условия есть, да? Электричество, видите, есть, вода есть, канализация тоже есть. Ну, прям здорово. И свежий воздух, да, всегда? Супер вообще. Привет! Пойдемте, нам тут все разрешают. Вот, собственно, жилой дом как таковой. Двери даже есть. Все семьи. Ну, это, я так понимаю, один дом, одна семья, но семьи большие, очень много детей. 5, 6, минимум, как я понимаю, 3. Собственно, ну, может, он поделен даже на 2, не знаю. Выглядит, как будто здесь 2 семьи. Ну, как вам? Пишите в комментарии. Я говорю, я вот в восторге. Для меня вот такой туризм классный. Вон там овечка гуляет по крыше, ослики ходят, виды шикарные, просто невероятные какие-то. Вот там гостевые дома, можно оставаться. Здесь белье сушится, вот с утра постирали. За час, за 2 все высохнет. Круто. Солнышко быстренько припекает. И вещи как новенькие. Ну, а вода здесь настолько свежая, что миф горная свежесть не надо добавлять. Это уже вот в этой воде все включено. Знали сейчас, где-то примерно 100 человек здесь живет. Представляете? Это должен быть очень дружный коллектив, чтобы вместе жить, не ругаться, иметь свое хозяйство, быт. Не, это ну как бы важно, как я бы 100 считаю. человек, в каждой а вон козы. Да, там козы гуляют. В каждой семье, ну вот, например, здесь, да, куда мы зашли во двор, у них 5 детей. Вот, считай, 5 детей,
взрослые, там бабушки, дедушки, то есть, ну, 10 человек, одна семья. Вот тебе считай, 10 семей, вот тебе 100 человек. А мне всегда нравится гостеприимство таких людей, что они всегда все покажут, всегда все расскажут, объяснят. Но То они есть можно, простые. да, можно задавать любые вопросы. У них Знаете, же тоже нет есть никакой такое- агрессии. У них тоже такое неподдельное любопытство, ну, пришли вообще какие-то новые люди. Ну да, Совершенно. если бы я жил где-то в небольшом поселении, где человек 100 пришли живет, чужаки. да, тут какие-то люди. Часто просто у многих людей агрессия, типа, чего пришел, там, что снимаешь, давай иди своей дороги. Ну, часто бывает в некоторых других странах такое. Но здесь, в Таджикистане, я смотрю, народ достаточно гостеприимный. Ну, тут немного, сами видите, всего лишь один день. Выводы, конечно, еще сделать нельзя, но пока что с людьми, с которыми общаемся, все достаточно приятные и гостеприимные. Ну, мы бы с удовольствием и продолжили здесь прогулку, но время не ждет. У нас сейчас ждет долгая дорога до Искандер-Куля. Ну, примерно будем ехать около 5 часов. Такой вот колорит нас сопровождает. То есть дорога будет такая достаточно сложная, потому что нам из гор в горы нужно передвигаться. И приедем мы уже к вечеру и заночуем в Искандер-Куле. Ну что, вы готовы увидеть офигенную достопримечательность Таджикистана? Тогда готовьтесь. Вот там можно наблюдать озерцо под названием Искандер-Куль. Мы сейчас находимся на высоте почти 2,5 километра. И я вам могу сказать, что я смотрел до этого выпуски про Таджикистан. И там люди, которые катались по миру обычно, там более... в других местах, но смысл не в этом. У многих развивается именно здесь горная болезнь. Это проявляется, как такое сонливое состояние, голова болит или ощущение, что как кабачок разорвется сейчас. У меня такого еще нет, но все равно я какие-то ощущения чувствую такие, как бы вам так объяснить. Немножко ненормальные, но в целом я себя чувствую хорошо, немножко пошатывает. И как бы вам еще сказать, ощущение, как будто, наверное, так и есть, не хватает кислорода, так, немножко помутнение разума, можно так сказать. Мы сейчас едем туда, смотрим, мы сейчас заселяемся, будут красивые виды. Посмотрите, вот еще вот эта вот гора мне очень понравилась, она такая прям величественная, да? Ехали мы, кстати, сюда вот примерно 5, наверное, часов, хотя и расстояние где-то всего лишь 250 километров, но ехать достаточно долго, потому что ехали мы и по серпантину, и по горным ущельям, и всякие деревушки, городки проезжали. Виды были нереально крутые, то есть если там не спать, если не урубать, просто смотреть на виды из окна, то все 5 часов они пройдут как полчасика. Ну все, ребята, мы только приехали. Сейчас будем заселяться. Давайте я вам быстренько просто покажу красоту. Ох, вот это да! Пойдемте заселяться. Давайте сделаю рум-тур. Здесь, туалет, душ, в общем, все есть, все на месте. Горячая вода, свет, тут даже интернет хороший. Представляете, удивительно. Да кто, да. Кто там тебя написывает? Я вообще рассчитывала, ожидала что-то совершенно, во-первых, как мы высоко в горах, о каком интернете может идти речь. Я думала, что здесь мы будем без интернета эти дни, то есть вообще без интернета и без связи. Вода, вот в реке. Я думала, что будет так. На самом деле мы заселились здесь гостевой домик. Уютненько, хорошо, виды какие-то невероятные. Просто я уже представляю, как мы просыпаемся утром, и там вот такая красота.
вода холодная, горячая, туалет, душ, интернет, освещение, розетки. Ужин нас уже ждет. Мы вроде только недавно ели, хотя Да. прошло уже часов 5. Ну просто 7. такая дорога... 7? Ну да. Да? Просто дорога такая была тяжелая, что я вот в таком каком-то состоянии вареном была. Вот, и сейчас уже ужинать. Блин, я бы, конечно, поужинала, но я вроде не успела еще проголодаться. Сидим, ужинаем, у нас разные интересности. Например, вот сок, пожалуйста. Это не вино. Я тоже сначала подумал, что это вино, но это сок. Цвет красивый, да, такой? Когда делаешь глоток, сначала думаешь, что это каркаде, потом думаешь, что это гранатовый сок. А вообще в итоге это сок из барбариса. Вот так. Я никогда такого не пробовала. А вы пробовали хоть раз? Вот ты пробовал? Первый раз. Ну, это удивительно. Такой вот стол. Ездит, выбираешь что-нибудь себе. Чай, салатик, йогурт домашний, черешня. Это алычка. Но алыча, она же еще просто зеленая, мне кажется. Рановатая. Итак, у нас тут шурпа. Вот местное блюдо, которое мы сегодня ели. Ты запомнила, как оно называется? Я тоже нет. В смысле? Это оно же? Ну Только да. в другом виде, да? Ну только оно же, конечно. В общем, вкусненько. Понятно. Юля потихонечку Нас тут супчик. кормят на убой, если честно. Супчик клюет, а она сегодня что-то размотала немного. Но я думаю, завтра все в порядке будет. Интересно. Вот эта вот штучка меня интересует. Как вы думаете, что это такое? Нет, это не грецкий орех. Косточка. Абрикосовая. Абрикосовая. Сушеный абрикос. С косточкой. Из сладостей надо вам показать. Вот это вот горох. Да. А это как она? Как она? Как чечевица? Ну как она? Ну, Шелковица? шелковица, да, пробуй. Что за шелковица? Это арахис. Арахис? Да. А я думал, чечевика. Или как она Глазуря. там? А это горох? Говорят, да. Я в таком виде его еще никогда не ела, кроме сегодняшнего дня. Прикольный. Доброе горное утро. У нас рисовая каша, варенье, всякие сладости. Ты Чай. готова к сегодняшнему дню? Да, конечно, я уже хочу пойти. Там так красиво. Мы, когда засыпали, было уже темно, и, соответственно, ну, очертания только гор были видны и звезды. А когда мы проснулись, весь прекрасный вид, он был прямо из окна. Ну ты прям как киноляпы уже делаешь. Мы же когда приехали, вечером сидели, еще все видели. Нет, приехали-то это да. Я имею в виду, что из окна прямо из нашей спальни вот с утра был прям идеальный такой видочек. Еще раз всем доброе утро. Мы находимся в деревушке под названием Сарытак. Она вот там позади меня. Сейчас время 8 утра. У нас на сегодня очень насыщенный, интересный день. У нас ожидает, мы сейчас и обзор деревушки сделаем, и прогуляемся, небольшой трекинг, и Искандер-Куль, естественно, посмотрим, зачем мы же еще вообще сюда приехали. Погода шикарная, ветра нет, очень тепло, комфортно. Хоть и на улице свежо, около 15 градусов, но солнце все перебивает. То есть я вот так иду, воздух свежий. Но как только я встаю, солнце жарит как будто плюс 30. И я не понимаю, холодно или жарко. Интересный эффект. Вообще, мы сейчас находимся здесь, и вот по кругу можно наблюдать разного вида горы. То есть здесь такое. А если мы подальше посмотрим, там у нас уже горы виднеются повыше. Там со снегом, со всеми делами. То есть, если вам нравятся какие-то серьезные трекинги, наверное, можно и найти какие-то подобные горы, где можно прогуляться. Ну, а у нас такая неспешная прогулочка, просто наслаждаемся красивыми видами. Пойдемте посмотрим как раз-таки на деревню. Ну, чем вам не альпийские луга? Все по красоте. Новичок убегает от меня. Я не кусаюсь, не бойся. Смотрите, в маковых полях. Красота какая. А если приедете в июне месяце, как мы вот здесь находимся, то можно заставить маковые поля, сделать волшебные фотографии, как в сказке будете. Очень красиво вообще. Знаешь, вот эти вот, ну, наверное, такое на каких-то открытках вот только мы видели, когда маковое поле, потом вершины со снегом причем. Это просто кадры получаются какие-то невероятной красоты. Видите, маковые поля нравятся не только нам, но и пчелкам. Их тут очень много, но они не кусаются. Вообще деревня, у нас деревня, а здесь-то кишлак.
И мы находимся вот в деревушке, в которой где-то живут где-то примерно 200 человек. Но вот с 2018 года в Таджикистане активно развивается туризм. Уже, ну если раньше он был вообще такой был, на минималках, так сказать, то в 18-19 годах здесь отдыхали более миллиона туристов. Естественно, дальше в 20-22 был просадка. И сейчас уже эта цифра подходит к 1,5 миллиона рублей, говорю. 1,5 миллиона людей. Вот, и активно развивается, и в том числе эта деревня тоже развивается в туристическом плане, так как она находится сразу же за Искандер-Кулем, туристическое место, очень много гостевых домов, гостевых домиков, и с удобствами здесь все в порядке, есть кровать, есть еда, душ, все необходимое, туалет, все это в вашем номере, даже Wi-Fi, если я не ошибаюсь, у нас был. По-моему, у нас даже Wi-Fi был, просто мы сим-карты купили, и, в принципе, он нам не нужен, необходим. Также, кстати, да, если что, берите сим-карту, она здесь, вот, например, здесь сим-карта, здесь интернет ловит Wi-Fi, LTE, 4G, хотя мы находимся вообще в горах на высоте там практически 2,5 километра, представляете? Вот такая вот. Местные жители, естественно, здесь ведут свои огороды, хозяйства, выращивают картошку. Картошку мы точно видели, вроде помидор. В общем, все. Просто видели, мы ее ели. Все, что обычно на огороде выращивается, здесь тоже есть. Все условия есть хорошие. Горный воздух, водичка. И погода хорошая. Правда, с утра гуляем, конечно, не особо много людей. Но в целом, вот кто-то есть. Сейчас, наверное, ближе, может, через часик еще люди проснутся. И уже тут жизнь, возможно, закипит. Идем по центральной улице. Паренек водичку набирает. Он, наверное, немного в шоке. Привет! Водичку набирает. Неспешная здесь жизнь, как я вижу. Люди особо никуда не спешат. Такая размеренная. Тут центральная дорога. Не сильно загружена. Здесь, нет. да, здесь всего лишь 4 человека. И это мы. Больше пока что никого не видим. Так, бычки здесь тоже есть. Привет. Эти вроде не сильно боятся. Тоже травку кушают. О, там, я вижу там человека. Значит, тут есть все-таки люди. Эта деревушка тоже подойдет для агротуризма или экотуризма, как он сейчас моден. То есть, если вам надоел ваш мегаполис, сюда можно приехать на недельку, просто насладиться горами. Также есть разные подоить, пешие, огород полить. пешие маршруты, Искандер-Куль. Есть еще вот Змеиное озеро, мне говорят, подсказывают. Там еще и рыбалка даже есть. Поэтому здесь можно приехать как бабушке на дачу. Так, мы сейчас тему завели насчет магазина и думаем вообще, есть ли здесь магазин. Идем, вот есть магазин. О, люди. Оказывается, здесь люди. Здрасте. Вот магазин продуктовый, но он пока что закрыт, он, наверное, с обеда примерно открывается. Как он для своих, да, открывается. Я думаю, там есть все необходимое. Все, что нужно для жизни. Вот так и проходят здесь обычные будни, да, человека. На нашем пути еще один магазин, и даже парикмахерская здесь есть. Вот так. Тут прям супермаркет как будто нарисован. Интересно, карты принимают. Пока тоже закрыто. Еще плюсом сегодня воскресенье, может вообще выходной быть, кто его знает. Вот, огород готов. Или посадили уже даже. Картошка, да, здесь? Картошечка растет. Можно будет ее запечь, сварить, пожарить. И как там, давай, дальше. Сделать драники, пирожки с картошкой. Картошка жареная, вареная, тушеная, да? Так, как из фильма. Знаешь, сколько блюд с картошки можно сделать? Хоп, привет, привет. Видите, как встречают. Привет, привет. Как дела? Хорошо. Супер. Видите, по-русски тоже понимают, хорошо разговаривают. Так мы катались, я в магазин заходил. Не все... Как зовут? Меня Игорь зовут. Игорь. А тебя? Меня зовут Фразон. Horizont. Рад знакомству. Меня зовут Фразон. Хорошо, а меня Игорь.
Ну, он такой, типа, стесняется, не знает, подойти или не подойти. Ну, там, главное, вся компания, она сзади там стоит и наблюдает. А один такой Они особо, самого да. смелого послали, давай. Это точно, да. Вот, и я говорил на тему, что в магазины, когда мы заходили, не все, даже вот постарше люди, они так, не все по-русски хорошо понимают, не знаю. Ну, а так, в целом, проблем с речью нету, большинство понимают. Смотрите, вот здесь, в этом гостевом доме мы отдыхали, останавливались. Он как бы самый первый на въезде. То есть вы как заедете сюда, вот дорога, въезд, сразу же самый первый гостевой дом. Хоп, вот он. Все удобства. Вот, если что, все контакты, названия. Записывайте, пользуйтесь. Давай, кидай. Оба! Теперь я. Давай мне теперь. Опа! Теперь я. Ой, далеко как кинул. Давай. Давай, кидай. Ура! Мы сейчас находимся на роднике. Точнее, место называется 5 родников, потому что здесь 5 разных родников. Бывает, один пересыхает, остальные, так сказать, работают. И здесь, говорят, какая-то целебная вкусная вода. А ты знаешь, Сейчас. что эта вода вот летом она холодная, а зимой теплая? Потому что зимой холоднее на улице, зимой она теплая. Подогревается, что Да. ли? Давай, говорят, очень холодная вода. Ну, наверное, градусов 5. Нам не привыкать. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. О, вот сейчас чувствуется. Я сказал, попробуйте 2 минуты. Попробуй глотни. Итак, свежая вода. Только она ледяная, аккуратно, глоточек. На вкус, когда пьешь, холод не чувствуется, да? Ну да, как бы прохладная, хорошая, приятная вода. Дамы и господа, это Искандер-Куль. Сегодня мы его будем наблюдать, лицезреть, вокруг него гулять, смотреть и восхищаться им. И то, что мы сейчас вот из источника водичку набрали, а как раз таки все эти источники впадают куда? Вот сюда именно. Ну да, потихонечку вода идет сюда. Здесь потрясающие виды, не зря тут даже президентская резиденция стоит на берегу. Останавливаемся, насладиться великолепными пейзажами, ехали, смотрим, просто Искандер-Куль отражает горы. Мы такие, ну такое не посмотреть. Еще нам повезло, что ветра нет. Озеро спокойное, да, вода спокойная, поэтому вот она прям как зеркало, такое зеленое зеркало. Сейчас мы совершим небольшую прогулку. Видите, Искандер-Куль, и здесь речка. И сейчас вдоль речки мы пойдем до водопада. Здесь уже ветерок есть небольшой, прохлада. Все равно здорово, конечно, природа здесь великолепная. Ты готова к горной прогулке? Да, но здесь, я так понимаю, что будет такая прогулка не сильно сложная, потому что примерно полчаса в одну сторону, полчаса в обратную. Пока идем, нам открываются живописнейшие виды. Озеро остается позади, здесь вот эта река с невероятно быстрым течением, с порогами. Такая прям очень красивая, тоже бирюзовая. Повсюду горы, снежные вершины. Одно удовольствие прогуливаться по таким местам. Мы идем к водопаду, и сейчас он должен быть прям такой полноводный. Слышите шум реки? Тут такая мощная. Разные растения проходим, смотрим, которые мы до этого не видели. Даже вот это я не знаю, что это. Кто-то знает, что это за растение? Первый раз его вижу. Как будто боярышник, но желтый. Ну, цветение боярышника, но, наверное, это другое. Такая вот горная река, очень шумная, красивая. Путешествуйте с Альфа-банком. Выбирайте, куда лететь в сервисе Альфа Travel и получайте супер кэшбэк на авиабилеты. А в эту Альфа-пятницу, 5 июля, даем 30% кэшбэка на полеты в Сочи. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Хочу отметить, что здесь очень много европейцев приезжают.
большими группами, небольшими и очень маленькими, даже поодиночке. Вот в нашем гостевом доме отдыхал голландец, которого очень растрогали эти пейзажи. Он вчера писал какие-то заметки у себя в тетрадке, в дневнике. И пока писал, долго думал, восхищался, прям по нему было видно. И в один момент он даже расплакался. Сидел, чуть ли не рыдал, чего-то писал, какие-то заметки себе делал, не знаю, может, писатель. Где-то здесь должен быть водопад, но я его не вижу. Так смотрю, нету нигде. Кажется, он пересох, опять нам не повезло. Где водопад? Это просто можно очуметь. Ты посмотри, какая мощь. Да вон под ногами наш водопад, вы только посмотрите. Вот он, вот она красота. О, вот это мощь. Считай, практически Ниагарский. Охренеть, ребят, вот это красота. Я думал, мы сейчас придем, будет обычный водопадик маленький, знаете, как обычно это бывает. А тут все посерьезнее намного, очень красиво. Какое-то сумасшествие, да? Друзья, ну я еще не видела таких водопадов. Я понимаю, то, что есть самые большие водопады мира, да, там какие там они, водопады Виктория, Ниагарский. Ниагарский, Игуасу, да, бесспорно. Но здесь я не ожидала увидеть такую мощь. Это просто что-то необыкновенное. Знаете, как страшно подходить вот здесь? Я даже вам не знаю, как... Вот это мощь. Ой, как обратно? Я теперь ногу боюсь отлепить. Фух. Все еще сидите в душном офисе и работаете? Бросайте работу, приезжайте получить дозу адреналина. Я ее уже получил. Как мне выйти отсюда? О! Ну, здесь, конечно, впечатление ты получаешь очень большую массу. Главное эту массу потом с собой обратно унести. Ну вот когда находишься в таких местах, действительно понимаешь, для чего путешествовать. Такое увидеть, ну, мне кажется, должен каждый человек хоть раз в своей жизни. Поэтому путешествовать, как я уже говорила, многие, да, там любят пляжи. Пляжи это, конечно, хорошо. Но горы, поверьте мне, не хуже. Ну, я к водопадам вообще ровно отношусь, но этот меня впечатлил. У меня, мне кажется, штаны вспотели. Ну, есть такое ощущение. Ну, как-то адреналина там действительно получаешь больше, чем хочешь даже. Поначалу вроде стоишь нормально, а потом вот начинаешь крутиться, вертеться, и все, воображение начинает играть. А что если сейчас сорвусь, а что если сейчас упаду? Все, и начинаешь резко весь потеть, и такой мандраж идет по коже. Отсюда мы, ну, чуть-чуть ниже, когда были, была такая, можно сказать, оптическая иллюзия. А когда мы смотрели, и озеро, оно полностью было как бы искажало вот эту часть горы, казалось, что здесь вообще озера нету. Сейчас мы вот, видите, повыше поднимаемся. Ой, какая красота-то оказывается. Вообще озеро чуть более зеленовато, чем бирюзовое, но я смотрю на видео, и оно выдает немножко другой цвет, но в целом картинка как с картинки, в прямом смысле. Катаемся по этим невероятным местам от компании Buñuel Tour. И именно они нам показывают все красоты Таджикистана. Если вдруг захотите и вы посмотреть, вы всегда можете это сделать. Я ссылку на ребят оставляю в описании. И самое главное, быстрее, по секрету, промокод «Интересные путешествия» дает 5% скидку. Пользуйтесь. Вот оно, Змеиное озеро. Почему оно так называется, угадайте? Нет, не потому что здесь много змей, потому что здесь раньше было много змей. А сейчас здесь туристическое место, разводят рыбу в этом озере, кстати. Не знаю, а здесь можно рыбачить? Здесь можно также рыбачить, то есть на рыбалочку сходить. Карпы, караси, сазаны, здесь все это есть. Я вижу, что цвет воды здесь, помимо того, что он красивый, еще и прозрачно. Внизу какие-то лавочки, палаточки, я так понимаю, можно. Ой, чуть не свалился. Можно здесь прям классно отдохнуть. Виды невероятные. Агротуризм в Таджикистане выглядит так. Сначала там отдохнули, потом сюда приехали. Ну, здесь рыбалка, я думаю, классная, потому что рыбаков немного, конкуренция минимальная.
Там можно взять и лодку, и удочку, все это в аренду можно взять. Днем поймать карпа, на обед запечь, потом еще раз сазана поймать, ужин приготовить. Вот стою на этом месте и понимаю, что как хорошо путешествовать и изведывать, расследовать, исследовать новые места. И новые места не только мы исследуем, но и другие туристы. Вот, посмотрите, европейские туристы здесь тоже отдыхают и наслаждаются этими прекрасными видами. Вон дядька прям вообще как с этого, как с обложки, посмотри. У него есть шляпа, фотоаппарат, очки и жилетка. Такой он прям турист на максималках. Молодец. Мы сейчас спустились уже к озеру. Здесь такая зона отдыха, где можно и шашлык пожарить. Я смотрю, есть беседки классно, разные. Даже местные приезжают Да. тоже, да, отдыхают. Сегодня. Вот на выходные прекрасно. Выходной день, да, поэтому очень много людей. Запах шашлычка, естественно, стоит. Само озеро вот уже прямо. Видите, машины запаркованы. В общем, люди отдыхают здесь. Тут уже кальянчик забивают. Вот они, виды. Искандер-Куль. Пойдемте, да. Запах, ну. Посидим, подымим. Видами насладимся. Вот оно, горное озеро Искандер-Куль. Красота! О, это рыбки там или нет? Ну как? Виды. Мне кажется, шикарно. Вот это красота здесь, конечно. Рыбки здесь есть, оказывается. Потрясающее место. Давай, давай. Давай посмотрим, что тут у нас с водичкой. Говорят 30 градусов, но я не верю. 30. Ой, холодненькая. Да? Да. То есть 29? Да нет, ну прям. 5-10 градусов. Ага, Да видите, ну. как холодно, оказывается. Ну 5-10. Нет, тут ты видишь у берега это тут совсем. Так а я и думаю, туда подальше-то, а- конечно, будет прохладно. а чё это все без купальников-то, да? Тут особо не Не искупаешься. купаются, да. Мне кажется, когда у тебя в стране такие озера, то и море-то и не надо. А чем хуже? Все то же самое. Места для отдыха есть, окунуться можно. Да, водичка освежает, особо не купаешься, не искупаешься, да, там, не поплаваешь, так сказать. Ну, окунуться можно, потому что здесь температуры достигают там и 30, и под 40 даже бывает. Поэтому забежать, окунуться, потом шашлычком все это дело заесть. Класс. Так, вот наша команда, у нас обед, мы обедаем вкусной едой на природе. Вот еще один участник команды Я? нашей экспедиции по Таджикистану. Что за суп, рассказывай? Какие ингредиенты? Там мясо, картошка. Естественно, ее что-то выращивают, как вы уже поняли, мы вам рассказали, показали. Кстати, какое-то разное, по-моему, мясо, да? Какое-то светлое и темное. Может быть, 2 вида мяса. Бульон, морковка, картошка, макарошки. Нут. Попробуем. И зелень. Вкусно. Съедобно? Там кинза есть. Обожаю кинзу. Напишите, кто любит кинзу, а кто нет. Потому что я знаю, что кто-то вот обычно прям критично. Либо точно да, либо нет. Вот человек, который ее не любит. Кстати, это я не люблю. Продолжаем нашу трапезу. Салатик, картошка, курочка. Юля Кто сейчас уже давно лопнет. нас знает и смотрит давно наши видео, вы знаете, что мы прям мало едим и не часто. А здесь, получается, мы едим. Ну, в общем, тем, кто любит поесть, точно понравится. Пока сидели, ели, общались, узнали очень интересный факт. По поводу свадьбы. Мы это не знали. Ну, Юля начала спрашивать, а как у вас свадьбы проводятся, сколько людей приходит? Он говорит, ну, раньше много, там, 300, 500 человек. Сейчас, говорит, если больше, чем 200 собирается на свадьбе, штраф за это платишь. Поэтому приходится ютиться и собирать человек, там, 150, а то и меньше. Я такого еще нигде не слышал. Штраф за количество людей на свадьбе. А вот вы знаете, кто смотрел наш первый выпуск про Кыргызстан, мы там называли вообще другой маршрут. Да. И так каким-то непонятно невероятным образом получилось, что мы его немножко поменяли.
Вообще мы собирались вот Кыргызстан, потом 2 города Узбекистана. А нет, Кыргызстан, потом Казахстан. Да. Алматы мы хотели заехать. Да. Потом 2 города. Ташкент, Самарканд, потом. Да, потом. Да, все. Все, да. Все, у нас вот 3 страны должно быть, и мы должны домой поехать. В итоге мы посмотрели Кыргызстан, дальше 3 города Узбекистана, потом не удержались. Ну, в Казахстан мы Заехали не в поехали Таджикистан. из-за погоды, потому что мы посмотрели, что там какая-то как раз в те даты, когда мы собирались туда ехать, там была погода, ну, прям плохая. И мы думаем, ну, блин, у нас ни видео не получится, ни сами удовольствия не получим, поэтому полетели. В Узбекистан, как бы там здорово, да, мне понравилось, все классно у нас получилось. И тут, ну вот, граница рядом, да, ну когда, если не сейчас, посетить Таджикистан? Были, конечно, разные сомнения, вот, а как, а что, а еще, знаете, когда пишут, вот у нас есть, например, телеграм-канал «Интересное путешествие», в котором выходит все раньше, чем на Ютубе, и можете подписаться, тоже там активно принимать участие в обсуждениях. Вот, там, например, мы тоже там сообщаем что-то, а кто-то говорит, вот как, да вы что, ребята, даже не думайте, там, и всякие догадки, там опасно, там нет цивилизации, ну и вот это все, как обычно. Ну, у нас такая же была тема, когда мы в Дагестан собирались. О, там нам то сильнее такое еще. писали. Нам даже говорили, ребята, подумайте 100 раз, лучше вообще не надо, да, тут тоже подобное было. Я думаю, блин, ну неужели? Ну, так как мы уже сталкивались с подобным, когда, ну, нас сначала настращают, мы такие, блин, а потом приезжаешь, кайфуешь. Вот тут то же самое. Сначала тебя пытаются вроде там отговорить, и все такие, как узнают, куда ты там, или даже из знакомых, кто узнает, куда ты. О, да вы что? А там же и Афганистан рядом, и вот это вот все. Ну, вот мы здесь. Вы видите, как классно? Во-первых, красиво, во-вторых, вкусно, в-третьих, люди тут вполне себе гостеприимные, доброжелательные. Некоторые люди думают, то, что Таджикистан какая-то отсталая страна. Ага. Ну, смотрите, мы сейчас на заправке, и здесь на заправках практически на всех уже можно заправить не только газом или бензином машину, но и электричеством. Вот я живу в Калининграде, и у нас такого нет еще. Понимаете? Сколько? Вот 50% было, и за полчаса сейчас еще 50% наберется. А, то есть полная заправка примерно час? Да. Нормально. А сколько проедете? 400 километров. 400 километров полный бак. Она иногда сама себя заряжает. А, там еще есть... На спусках еще и сама себя заряжает. Ничего себе. Класс. Ну, раз мы на заправке уже стоим, так цены-то надо показать. Смотрите, 9,80, но если даже округлить, ну, пускай будет 10. 10, чтобы получить рубли, это на 8,5 умножаем, получается литр... Ну, получается литр, грубо говоря, литр 92-го бензина здесь стоит 85 рублей. Вот так. В Узбекистане... Там еще дороже, да. Ну, Ну, по сравнению с нашими ценами, конечно. ну как дороже? 85 рублей за литр, это немало, я считаю. А Тут, в- наверное, многие на газу, да, В катаются? Узбекистане Ну 80 вот. и 80 рублей стоит. Ну да, ну видишь, вот тут поэтому либо газ, либо электрические Или тачки. электрички. Ну, чтобы немного вас шокировать, да и в принципе уже дизель стал дороже и 92-го. Я думаю, если был бы 95-й, тоже было бы дороже. 11,20. Можно сказать, что 100 рублей за литр. Мы только что преодолели тоннель 5-километровый. Первый раз в жизни я ехала в 5-километровом тоннеле. До этого у нас был максимум 2,5 километра. И тут такой вид просто нереальный. Пьяное ущелье называется. Тут внизу такая речка идет, извилистая. Очень красивые пейзажи. Где-то 2500 километров сейчас вот мы наверху. Горы заснеженные, тут же зелень идет. Вот эта вот вся река, ну, потрясающая. Просто потрясающее место. До этого, наверное, что-то подобное, ну, где-то в Альпах мы видели. Так, я вспоминаю. И тут вот такое местечко, мы просто остановились, за нами дальше тоже машины останавливаются разные. Вот немецкая машина, на немецких номерах, например.
тоже. Ну, пейзажи просто, я бы сказала, фантастические. Вот действительно, да, можете наблюдать машины на немецких номерах. Женщина, причем одна, кстати, приехала, путешествует по Таджикистану. Действительно, люди вот так вот самостоятельно могут приехать на своей машине и по всем вот этим горным серпантинчикам проехать по всем красивым местам. Так что не удивляйтесь. Просто нам некоторые писали: в Таджикистан вы поехали, а что вы там будете делать? Ну, мы не одни поехали в Таджикистан. Здесь действительно немало туристов мы встречаем на пути из разных стран совершенно. Очень много англоговорящих. Все вот наслаждаются, пожалуйста. Ну и все-таки не удержались, с тетенькой пообщались из Германии, она так на английском говорит. Я говорю: а чего вы сюда-то приехали? У вас же в Германии это Бавария, там Альпы, если я не ошибаюсь. Альпы же там? Рядом Альпы. Ну, Альпы, Бавария, Швейцария, Австрия рядом. Там же тоже есть. Она говорит: это одно, говорит, это все понятно. Но здесь по-другому. Здесь как-то, понимаете, здесь целое путешествие. Да, это вам не Сочи. Здесь, чтобы сюда добраться, надо пропутешествовать, проехать, насладиться видами. То есть там уже надоело, а здесь какая-то новинка, говорит. Вот так. Еще одно интересное место на нашем пути, ущелье Сиова называется. Пока руины проходим. И где-то там что-то должно быть интересное, потому что много туристов, машины есть. Сейчас пойдем посмотрим. Ух, вот это мы сейчас посмотрели, вот эти все виды. Я до сих пор отойти не могу. Какая красота ж была. Шикарно просто. Вот здесь река протекает, и настолько чистейшая вода, что ее отсюда набирают и везут на производство, делают воду, газировку, напитки разные. Сумасшедшие просто какие-то скорости здесь. Вот это поток. Я надеюсь, что меня будет слышно. И меня не унесет туда. Вода по-любому ледяная, горная. Ну, красота, конечно, неописуемая. Вообще мы вам показываем, можно сказать, малую часть Таджикистана, потому что мы прокатились, представьте, от границы с Самаркандом до Душанбе. И вот за эти буквально пару дней, за 1,5 дня сейчас прошло, мы вот посмотрели несколько интересных мест. А так в Таджикистане великое множество достопримечательностей. С ребятами, кстати, можете поехать куда угодно. Есть огромный национальный парк, где горы Памир. Вот там виды, я вам скажу, просто изумительные. Но туда надо ехать минимум на недельку, может даже дней на 10. Там высокогорье, даже бывает горная болезнь, там около 4 километров высота, виды невероятные. Поэтому Таджикистан на самом деле в этом плане может дать намного больше, чем мы вам показываем. Но мне кажется, и это уже чего-то стоит. А стоит того, чтобы приехать посмотреть, наверное, своими глазами, насладиться, убедиться, что здесь тоже есть классный отдых. И вообще, когда мы собирались в Таджикистан, я тоже так же, конечно, смотрю, как и вы, видео сначала на Ютубе. И на Ютубе я не нашел какой-то информации, каких-то, может, хороших блогеров или хороших видео, которые раскрывают полностью страну. Поэтому, мне кажется, мы будем, можно так сказать, первооткрывателями на Ютубе, которые, ребята, которые хорошо сняли, а мы, наверное, хорошо сняли или нет. Но это, кстати, решать вам. Напишите в комментарии, хорошо мы сняли или нет. Если да, то будем продолжать в том же духе. Если нет, все равно будем продолжать. Поэтому, ребят, не забывайте поставить лайк. Мне кажется, это достойные виды, и мы прям практически Колумбы Таджикистана, можно так сказать. Так, тут какая-то съедобная трава. Похоже на ревень, но это не ревень. Или ревень. Я же Хикматулла только что лазил, покажи куда. Ну туда, или этаж на 7 примерно забрался. Да, вот. Так и что это? Это речь? Чикри. Чикри? Делать? Ну, смотрите, держите. Сейчас. Значит, сперва нужно как бы Очистить? очистить, да. Так.
А, то есть листья убираются, остается кусочек вот этот, да? Ну, как ревень, я так понимаю. Похоже на ревень, но и вкус тоже похож. Ну, пробуйте, кто из вас будет пробовать. Это полезно же? Да, конечно. Конечно. Хоп. Ну, давай. Старые? А, Зря старые. погнался. Не кислые уже, да? Не кислые, но просто слишком жесткие. Отлично, они бывают мягкие. Кисло? Ага. Да, уже старые. Зря поднялся. Вот так обсосать сок можно, но это очень кисленько. А мы сейчас находимся на подъезде к городу Душанбе и узнали еще один интересный факт. То, что если будете кататься по Душанбе на грязной машине, то получите штраф. Поэтому вот стоим, моемся. Какой штраф, не знаю, но таких законов я еще нигде не слышал. А мы приехали в город Душанбе, заселились в отель Баланд. На 15-м этаже где-то мы сейчас. Нам обычного не было, нам этот семейный дали. Давайте посмотрим. С 15 этажа что-то видно. Давайте посмотрим. Ох, так тут как бы ее отодвинуть. Наверное, она как-то отодвигается, но я не знаю. Поэтому будем смотреть вот отсюда. Будем смотреть вот отсюда, и здесь можно... И виды у нас просто невероятные. Часть города мы можем видеть. Но, кстати, это, наверное, старая часть, потому что вот мы сейчас через центр ехали. Там, конечно, прям вообще потрясающе. Мы были в шоке. А обзор города Душанбе вы увидите в нашем следующем выпуске. А отели мы забронировали. Вот этот отель, кстати, мы забронировали по ссылке в описании. И повезло, он дешевле вышел, потому что он 60 баксов стоит. Нам, по-моему, по 40, он 45, короче. И плюсом еще нам улучшили бесплатно. Улучшили, видите, Вот так-то. смысл в улучшении, что просто он просторнее, больше номер, как бы. То есть, если бы он был стандартом, ну, наверное, вот до сюда бы он и был. Все, то есть вот этой части бы не было. Так что будем здесь танцевать сегодня вечером. А этот выпуск, к сожалению, подходит к концу, но вы не переживайте. Будет следующий, в котором мы как раз-таки покажем вам город Душанбе и кое-что еще.